Первая команда, белые вороны. В новом сезоне мы решили многое поменять. Новая команда, новый лидер. Лидер, который 100% соответствует теме Кино! Брутальный, харизматичный, импозантный. Кто тут у нас брутальный? Пусть канает отсюда, а то я ему рога подшибаю, моргала выклю. Всю жизнь на лекарство работать будешь. Сарделька, сосиска, редиска, на выходе на ссор. Ну так бы и сказал. О, жюри, кого я вижу? Физкульт, привет. А кто это за кулисами там прячется? А это наши соперники. Сколько я зарезал, сколько перерезал, сколько душ я загубил. Мальчик, да что ты тут делаешь? А начиная с этого момента мы будем показывать миниатюры. Если миниатюра смешная, вы поймете. Узнали? Конечно, вы узнали. Это кинотеатр «Заря». Жители Новых Бурас впервые увидели в нем белое солнце пустыни, джентльменов удачи и даже Анжелику, маркизу ангелов. И кто же не помнит, как в начале каждого фильма показывали правильно киножурнал. И мы не будем нарушать традиции. Смотрим. В нашем поселке очень часто меняются учреждения. Была библиотека, стала прокуратура. Был кинотеатр, стала церковь. Была церковь, стал районный дом культуры, из-за чего постоянно возникает путаница. Женщина, у вас иконы есть? Нету. А свечи? Тоже нету. А лампадки? Молодой человек, это водоканал. Тут нет ничего святого. В приемную Мосфильма поступило письмо от учителей, которые во многом первые, а в чем-то единственные. Ну, вы поняли, какой школы. Уважаемые дирекции Мосфильма, пишет вам учитель информатики и учитель УПЖ. В последнее время мы заметили в отечественной киноиндустрии отрадную тенденцию. Стоило выпустить только сериал «Мастер Маргарита», как наши сограждане стали читать одноименный роман Михаила Булгакова. Затем был снят сериал «В круге первом», и общественность обратилась к творчеству Александра Солженицына. И уже совсем никого не удивило, что после выхода сериала «Доктор Живаго» у народа проснулся интерес к Борису Пастернаку. Так вот, уважаемая дирекция, не затруднит ли вас экранизировать книги «Основы работы с Windows» и «Правила дорожного движения»? Может, тогда хоть кто-то начнет их читать? Случай на медосмотре в районной поликлинике. Добрый день. Здрасте, вы больной?
Я больной. Ой, как хорошо. А что же в этом хорошего? Мужчина, примета у нас такая. Если первый больной мужчина, это к счастью. Я ужасно рада. Я тоже рад. Ужасно. Ну так что, на что жалуемся? Доктор, у меня в боку постоянно что-то тянет. Сердце. Извините, но сердце же здесь. А, сердце-то там, где часы мы проходили. Тогда что же у вас там болит? Может, вас укусил кто-нибудь? Кто? Ну, я не знаю, кто у вас там есть. Доктор, нет там у меня никого. Может, вы меня послушаете? Да, конечно, о чем вы говорите? Я вас слушаю. Нет, фонендоскопом. Фонендо чем? Ну, у вас должна быть такая штучка с резиновыми трубочками. А, штучка. Штучка есть. Ой, больной, у вас там что-то тукает. Ой, как интересно. Доктор, но болит-то у меня здесь. Что у вас там может болеть? Может, печень? Печень может. Хотя, знаете, мы проходили. Если болит в правом боку, это аппендицит. Доктор, я боюсь. Этого бояться не нужно. Мы его вырежем под наркозиком. Вы ничего не почувствуете. Я боюсь, что вы ошибаетесь, ведь аппендикс давно у меня уже вырезали. Правда? Ну-ка, откройте рот. Шире, шире. Как это вырезали, если я его вижу? Алло, Кого? Аппендикс? а вы не путаете, нет? С чем это? С гландами. С гландами? А где же тогда аппендикс? Он ниже, отсюда не видно. Ой, вы, учителя, такие капризные. Это вам не нравится, то вам не нравится. Ну-ка, давайте сами говорили, что с вами делать. Давайте. Вы знаете, я, наверное, лучше потерплю. Ну вот и идите, а то еще столько таких нужно посмотреть. Кошмар. Много больных. Да ужас просто. Дай Бог им здоровья. Ну, больной, ну опять вы шутите. Бога нет. Бога нет, но есть медосмотр. У вас? У нас. Ну тогда точно Бога нет. Музыка в ушах, огоньки в глазах, КВН стучится ритмом в молодых сердцах. В школе и в ДК, на глазах у нас, и все равно, что думают нам. Все потому, что мы это и полупеда. Все потому, что мы и полупеда. И все потому, что мы и полупеда. Все потому, что мы и полупеда. Мы. Спонсор нашего выступления – Котельная Герасим. Котельная Герасим. Топим молча. Это была команда «Белые вороны».